Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Эдуард Титов из Москвы. Эдуард учится в аспирантуре в Высшей школе экономики и работает в научном институте Минфина России. Эдуард, добрый день! Расскажи, пожалуйста, немного о себе тем, кто нас слушает. Добрый день всем радиослушателям. Благодарю за приглашение в замечательную программу. Родился я в селе Кюндяде Нюрбинского улуса и там учился до 3 класса, потом переехал в город Вилюйск. Там же я окончил одну из старейших школ нашей республики, Вилюйскую школу номер 1 имени Черяева. На данный момент я учусь в аспирантуре Высшей школы экономики в Москве и работаю в отделе внешней коммуникации научного института Министерства финансов России. Если кратко, то наша организация занимается проведением научных исследований по актуальным для Минфина вопросам финансовой политики России. А в аспирантуре я занимаюсь исследованием городского управления. Скажи, пожалуйста, какова сейчас ситуация с коронавирусом в нашей столице и что изменилось лично в твоей жизни из-за пандемии? С марта месяца я сижу на самоизоляции и вот только буквально неделю назад совершил свой первый выход в город. А если судить по статистике, то наблюдается тренд на снижение заболеваемости в Москве. А если говорить про то, что изменилось в моей жизни из-за пандемии, то мы продолжаем до сих пор работать удаленно, и моя учеба наверняка в последующем уже полностью перейдет в онлайн-формат, что будет иметь свои положительные и отрицательные стороны. Как давно ты живешь в Москве? В Москве, точнее в большой московской агломерации, я живу уже 2-й год. Москва – это твой осознанный выбор? Москва – это совершенно осознанный выбор, потому что мне очень нравятся темпы и энергия больших городов, а кроме того, в больших городах всегда больше возможностей. А сам переезд был продиктован выбором учебного заведения. Каков был твой план, когда ты переезжал? Не было ли разочарования в духе ожидания реальности? И как проходил поиск работы? Точно распланированного сценария переезда у меня не было, а было все по наитию, и поэтому мой опыт переезда, наверное, не самый образцовый пример, но до этого я 2 года жил в Татарстане и очень часто бывал в Москве, поэтому такового ожидания реальности не было. А, к слову, любовь к Москве была совсем не с первого взгляда, и оно пришло уже в последующем. Поэтому всегда советую всем своим друзьям, знакомым давать шанс месту, которое вам не понравилось с первого раза. При поиске работы руководствовался одним главным фактором, чтобы оставалось время на учебу. Были неудачные попытки, продиктованные отсутствием опыта работы, и были большие сожаления, что я не начал свою трудовую деятельность в студенчестве. Эдуард, сначала ты получил образование в Северо-Восточном федеральном университете, здесь, в Якутске, а позже поехал учиться в Казань. Расскажи, пожалуйста, об образовании в Казанском федеральном университете и можешь ли ты сравнить обучение в 2 федеральных вузах? СВФУ и КФУ хорошие университеты, у которых есть свои плюсы и минусы. У Казанского университета за плечами богатая и длинная история, которая обеспечивает ему некий авторитет и обуславливает качество и эффективность образования. Северо-Восточный федеральный университет все же пока молодой университет, у которого со временем обязательно наработается своя школа. А в Казанском университете уделяется чуть больше внимания науке, подготовке выпускных работ студентов. У нас половина преподавателей были практиками, работающие непосредственно в органах государственной и муниципальной власти, бизнеса, поэтому метод их преподавания был более прикладным. Я очень рад, что мне удалось учиться в этих 2 университетах. Здесь я приобрел своих друзей и встретил людей, которые, несомненно, повлияли на мою личность. Мы очень давно знакомы, и я со стороны наблюдала, как ты взрослел, как ты развивался. И мне очень нравится твое постоянное стремление к развитию. Ты стремишься узнать что-то новое, участвуешь в разных проектах, был волонтером крупных международных мероприятий. Скажи, пожалуйста, что больше всего повлияло на тебя как на личность и как на специалиста?
Меня всегда вдохновляли и вдохновляют целеустремленные, трудолюбивые, несущие свою миссию, сеющие вокруг себя атмосферу добра и созидательности. И таких людей, вот если сейчас прямо призадуматься и присмотреться, вокруг меня оказывается очень много. Они и накладывают каждый по-своему отпечаток в становлении моей личности. А как специалист, да, моя дорога только формируется, поэтому сейчас я пытаюсь смотреть на опыт моих старших коллег и точно знаю, что еще многому надо научиться. Если говорить о путешествиях, то где тебе понравилось больше всего и что перевернуло твое мировоззрение? По мере возможностей стараюсь путешествовать, а каждое путешествие, как бы это ни банально звучало, дает прилив мощнейшей энергии. Сейчас, сидя на самоизоляции, особенно остро это начинаешь ощущать и осознавать, где больше всего понравилось. Наверное, на данный момент мое путешествие в страну восходящего солнца в личном топе останется надолго. 7 дней, проведенные в Токио, в одном из самых больших и удивительных городов мира, позволили заглянуть в невероятный мир, в совершенно другую планету. Вот здесь как никогда будет к месту сказать: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я определенно мечтаю еще раз посетить Японию и теперь уже посмотреть всю страну. Знаю, что у тебя есть очень интересное увлечение — урбанистика. Возникало ли у тебя когда-нибудь желание что-то поменять в обустройстве Якутска? Если да, то что для этого нужно сделать? Мы вступаем в эпоху городов. С каждым годом количество жителей в городах мира увеличивается с невероятным темпом, и сами города начинают расти до небывалых размеров. Сейчас в городах идет борьба за самый ценный ресурс — человеческий капитал. Успешность города все больше определяется его способностью концентрировать вокруг себя таланты. И развитие городов, как они трансформируются и насколько удобно будут для жизни, начала представлять для меня живой интерес. Именно поэтому в магистратуре я выбрал профиль подготовки управления городским развитием и сейчас продолжаю заниматься исследованием городов. И когда ты ездишь по разным городам и замечаешь их фишки, да, то невольно все равно на ум приходит мысль, почему у нас такого нет, почему мы не можем сделать так же. Якутску в этом плане, к сожалению или к счастью, есть где развернуться. Для того, чтобы наш Якутск стал городом счастливых людей, нужно действо активных и неравнодушных людей. А властям необходимо уметь ставить коллективные цели, создавать эффективные площадки для скоординированного управления вместе с представителями бизнеса и гражданского общества. Именно вот такое сотрудничество — это будущая модель управления городами. Это, безусловно, очень трудная задача, но она вполне реализуема. И только вот такими совместными усилиями мы можем добиться серьезных изменений в наших городах. А можешь ли ты поделиться своими планами? Сейчас у меня в приоритете стоит большая задача написать диссертацию, научные статьи. Также очень хочу развить свои навыки публичных выступлений, навыки фотографирования, создания презентаций. Вот это задача на краткосрочную перспективу. Не так давно в республике открылся Центр компетенций по вопросам городской среды «Лето Якутия». Центр занимается реализацией проектов как в столице республики, так и в Улусах. Какой из проектов тебе наиболее близок и что бы ты мог предложить данной организации? Да, я активно слежу за деятельностью Лета и очень рад, что у нас в республике появилась такая важная и нужная организация. В наших северных условиях вдвойне трудно работать с формированием комфортной городской среды, но то, что сейчас начинает воплощаться в городе Якутске и в ряде муниципальных образований, с той самой моделью, о которой я говорил ранее, да, в сотрудничестве с ведущими экспертами и самими жителями, это очень большой шаг вперед. Не могу выделить наиболее для меня близкий проект. Все проекты интересны по-своему, со своим уникальным отпечатком территории, да, на которой они реализуются. Сейчас через Инстаграм я смотрю, как строится проект в Нюрбе, Покровске, Бердигостяхе. Работы впечатляющие. В прошлом году, если я не ошибаюсь, состоялся масштабный фестиваль современного искусства, да, в рамках которой были нарисованы муралы, сделаны ряд арт-объектов. Все это здорово повлияло на настроение жителей, и это видно невооруженным глазом. Вот такие шаги, пусть и не столь масштабные, да, как строительство мегапроектов, позволяют создавать не только комфортное пространство вокруг, но и формируют у людей позитивное мышление.
Что бы ты хотел пожелать тем, кто сейчас слушает этот выпуск? Слушателям радиопередачи пожелаю следующее. Старайтесь создавать свою собственную интонацию, формируйте культуру вокруг себя и постоянно учитесь, дорожите дружбой и любите своих родных. Күнді радионан істәтчілер сақамжаны. Үрі кәріға бір бүкірдікке жылғын. Күстәқ саныр санағыцға ақтарын ғықтымаң, онна күріп бәяғат тұлағаты ғырсырдығы сыжайын үтіе қолы бір болын ден баға санабын тердебін. Эдуард, спасибо большое за то, что принял участие в нашей радиопередаче. Желаем тебе удачи, развития личностного и профессионального. Друзья, напомню, что у нас в гостях был Эдуард Титов, аспирант Высшей школы экономики и сотрудник научного института Министерства финансов России. А для вас сегодня работали Савина Данилова и Екатерина Голикова. Желаем вам здоровья, друзья, берегите друг друга. До новых встреч! Solgun sırdatan bereri Ürdüger suluhun umayar Kıyını kotunur uydan Arılan iheller artıktır Çuguy ben sanalın Arılı sılcanlar ayılar Barcanın eyyeğe direnir En tekrar en küsker erene Sorgulak sürüyün keteher Olanton elbegi ereyer Kıyını kotunur uydan Arılan iheller artıktır Çubuy ben sanalın Arılı sılcanlar ayılar İnni gelip bir getik Aktatar sığallakın en hakkın Doydu bu tuhugar çinlakik Kömüş gök tustakın bılakın Kıyını kotunur uydan Arılan iheller artıktır Çubuy ben sanalın Arılı sılcanlar ayılar Kıyını kotunur uydan Arılan iheller artıktır Çubuy ben sanalın Arılı sılcanlar ayılar Arılı sılcanlar ayılar Kıyını kotunur uydan Arılan iheller artıktır